Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджапа. Добрый вечер. По словам экспертов, саммит глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в сентябре текущего года в Душанбе, станет поистине историческим. В ходе юбилейного заседания будут подведены итоги работы ШОС за 20 лет и намечены перспективы развития организации. За свою 20-летнюю историю ШОС превратилась в одну из самых влиятельных международных организаций нового типа, которая неоднократно доказывала свой универсальный характер в решении актуальных мировых проблем. Тему продолжит Карим Хайдар. В текущем году в городе Душанбе пройдут юбилейные мероприятия высокого уровня по случаю 20-летия образования Шанхайской организации сотрудничества. В период председательства Таджикистана в ШОС будут проведены свыше 100 мероприятий. В экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества укрепление сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной торговли и инноваций, состоявшегося 23 июня 2021 года под председательством таджикской стороны, были представлены рекомендации по развитию цифровой экономики, электронной торговли и инноваций. Под председательством таджикской стороны состоялась 16-я встреча секретарей Советов безопасности государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи стороны в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере рассмотрели вопросы обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Основной упор в ходе дискуссий был сделан на подготовке к заседанию Совета глав государств членов ШОС 16-17 сентября 2021 года в городе Душанбе. В этом контексте состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, а также в области международной информационной безопасности. 11 июня 2021 года в городе Душанбе прошел 3-й женский форум Шанхайской организации сотрудничества с участием представителей стран-членов ШОС и приглашенных гостей из числа политиков, деловых кругов, сферы науки и гражданского общества. Было отмечено, что основной целью форума является дальнейшее продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девушек на уровне ШОС, а также усилия по созданию эффективной платформы для наращивания потенциала женщин государств-членов ШОС для достижения целей устойчивого развития и регионального сотрудничества. 13-14 июля 2021 года в Душанбе под председательством таджикской стороны состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств членов ШОС. Было подписано решение Совета министров иностранных дел государств членов ШОС о вынесении на Душанбинский саммит обновленной программы сотрудничества государств членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2022-2024 годы. Особое внимание участники заседания уделили ситуации в Афганистане. Члены Совета провели обмен мнениями о расширении состава Института партнера по диалогу ШОС. Были подписаны решения Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС о предоставлении этого статуса Саудовской Аравии и Египту, которые будут вынесены на утверждение Советом глав государств. Встреча руководителей туристических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась 15 июля текущего года в Душанбе. Целью встречи стало расширение сотрудничества между странами-членами ШОС, развитие туризма и презентация туристических возможностей. 28 июля 2021 года в городе Душанбе под председательством Таджикистана состоялось совещание министров обороны государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Руководители оборонных ведомств государств-членов ШОС едины во мнении, что отработка совместных действий вооруженных сил государств-членов ШОС в ходе совместных военных антитеррористических командно-штабных учений «Мирная миссия-2021» будет способствовать повышению уровня слаженности органов военного управления и воинских формирований при ведении боевых действий с вооруженными формированиями международных террористических организаций. В продолжении темы. Сегодня в Душанбе состоялась первая встреча министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции. Подробности у Шахло Бердиевой.
В городе Душанбе под председательством таджикской стороны состоялась первая встреча министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции. В ней приняли участие представители министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающие за вопросы сотрудничества в сфере энергетики и секретариата ШОС. В повестке дня обсуждали состояние и перспективы развития сотрудничества в энергетическом секторе государств-членов ШОС, проект концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики, создание рабочей группы государств-членов ШОС по сотрудничеству в сфере энергетики. Основными направлениями сотрудничества были названы интеграция различных источников энергии и обеспечение параллельной работы энергетических систем, разработка новых подходов в области повышения энергоэффективности и энергосбережения с учетом практики в различных странах. При поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе в целях бесперебойной подачи электроэнергии в осенне-зимний период ежегодно проводятся ремонтные работы и замена электрооборудования на столичных подстанциях. В рамках работ по созиданию и благоустройству в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан по инициативе ответственных лиц филиала открытого акционерного общества, передающие электрические сети, в городе Душанбе был проведен ремонт на подстанции мощностью 220 на 110 киловольт, которая обеспечивает электроэнергией 50% населения столицы. В целом, проведенная в свое время реконструкция столичных подстанций дала возможность стабилизировать напряжение в электрических сетях, нормализовать нагрузку трансформаторов и привести в соответствие с современными требованиями качество обслуживания на электрических подстанциях города Душанбе. Кроме того, в эти дни был проведен ремонт зданий управления подстанцией. Все эти меры направлены на улучшение устойчивости, эффективного и стабильного обеспечения энергоснабжением города Душанбе. По словам специалистов, постоянное обеспечение электроэнергией также способствует эффективной деятельности промышленных предприятий и увеличению объема отечественного производства. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, Новости. Ремесленничество выступает фактором, способствующим культурному возвышению человека в социальной среде и способом защиты богатого культурного наследия предков. Возрождению древних ремесел в нашей стране уделяется особое внимание. В последние годы в стране стало уделяться особое внимание возрождению национальных традиций и ремесел. Этому поспособствовало объявление 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел. В каждом уголке нашей страны имеются мастера, которые не забыли ремесла своих предков. В Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области в школе селения Манем во время летних каникул школьницы продолжают обучение. Но это не грамматика и математика, а обучение народным ремеслам. Девочки с удовольствием приходят в школу, чтобы приобщиться к промыслам, секреты которых передавались из поколения в поколение. Девочки уже научились плести национальные ожерелья из бисера, украшения для волос, а также вязать известные по всему миру своей уникальностью джурабы. Девушки с детства учатся трудиться и уважать традиции предков. Народные ремесла отражают в себе традиции, обряды и определенные социальные нормы, которые важны для сохранения прочности национальной культуры в современных условиях. Поэтому каждое изделие, сделанное своими руками в стиле национальных традиций, является составной частью национальной культуры. Развитие народных ремесел позволяет нашим женщинам, не отдаляясь от семьи и дома, занимать активную позицию на рынке труда, развивать свои предпринимательские способности и возможности. Зумрат Файзиева, Алишер Никматов, Рано Азизи, Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.